как много людей уснули в могилах, как прах. Но их имена славятся в двух мирах. Они полезней и влиятельней, чем сотни живых. Их дела по сей день у людей на устах. Суть любой цивилизации в воздействии человеческих душ на материальный мир в его историческом развитии. Среди душ есть те, кто влияют на внутренние миры людей и ваяют черты этой цивилизации. И тысячелетняя история ислама у татар тому яркое свидетельство. Ислам начал распространяться среди предков современных татар в VII-VIII веках в результате многолетних торговых и культурных взаимоотношений булгар со странами Центральной Азии. По мнению историков, булгары исповедовали суннитский ислам ханафитского толка. Масхаб имама Абу Ханифы проник в Волжскую Булгарию из Средней Азии задолго до официального принятия ислама в 922 году. С тех пор ханафитский масхаб стал основой религиозной традиции татар. Города Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства были крупными мусульманскими образовательными, культурными центрами севера исламского мира. Здесь жили и творили известные личности, которые внесли серьезный вклад в средневековую науку и богословие. Среди них в булгарский период можно назвать Кулгали, Хаджа Ахмад ал-Бугари, Якуб ибн Нугман, Таджидин ибн Юнус ал-Бугари. В эпоху татарских государств это Саиф Сараи, Кутб, Хисам Кятиб, Махмуд Булгари, Мухмадьяр, Кул-Шариф, Мухаммад Амин и другие. Известный татарский богослов шейх Мухаммад Мурат Рамзи в своей книге «Тальфик аль-Ахбар» пишет, что все исламские ученые прошлых веков, которые жили в Поволжье, придерживались ханафитского толка в деяниях и матуриддитского масхаба в вопросах вероучения. Предки татар вместе с ханафитским масхабом принимают существовавшие в то время суфийские тарикаты. Традиции тасауфа пришли на татарские земли в основном из Центральной Азии. Согласно известному хадису, ислам включает в себя три основы – иман, вера, ибадат, поклонение и ихсан, нравственность. Каждой основе соответствует собственная отрасль исламских знаний. Правилам поклонения посвящена наука фикх. Вопросы веры изучает наука акида. Методы и способы достижения искренности, высокой нравственности и духовной чистоты изучает тасаввуф. В востоковедческой традиции тасаввуф известен как суфизм. Тасаввуф своими корнями восходит к той среде, в которой пророк Мухаммад, мир ему, воспитывал своих сподвижников. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обращал особое внимание сподвижников на совершенствование их сердец и часто объяснял, что благонравие человека зависит от благовоспитанности его души. Он же сказал: «Поистине, в теле человека есть кусок плоти. Если он здоров, то здорово все тело. Если он погибнет, то погибнет все тело. И это сердце. Именно обладатели чистых сердец будут спасены в судный день». Главную роль в нравственном совершенствовании человека тасаввуф отводит духовным наставникам. По-арабски их называют муршидами, в среднеазиатской и татарской традициях – ишанами. Учеников называют муридами. Ишаном может быть только тот, кто имеет разрешение иджазу от предыдущего наставника, который должен быть одним из звеньев непрерывной цепи преемственности духовных наставников силсиля, восходящей к пророку Мухаммеду и его благородным сподвижникам. Выдающийся исламский ученый Ас-Суюти сказал, что вышеупомянутая система разрешений была устроена для того, чтобы защитить религию от невежественных псевдоучителей. Различные методы очищения души в тасауфе называются тарикатами. Большинство тарикатов названо по имени своих основателей. Тюрки-мусульмане Поволжья и Урала еще с булгарских времен имели тесные связи с духовными центрами Средней Азии. К примеру, одно из почитаемых святых мест Бухары, Мазар Хаджа Булгар, связано с именем Хасана Булгари. Среди татар долгое время был распространен тарикат Иасавия, основателем которой является выходец из тюркской среды Хаджа Ахмад Ясави.
На рубеже Средневековья и Нового времени в татарском обществе получил распространение суфизм накшбандийского тариката, названный по имени бухарского проповедника Бахауддина Шаха Накшабанда, также являвшегося ханафитом по мазхабу. Однажды Бахауддина Шаха Накшбанда спросили: «В чем суть вашего тариката?» И он ответил: «Внешне пребывая с людьми, внутренне пребывать с Аллахом». Сам прекрасный ткач и резчик по металлу, он на собственном примере показывал, как нужно работать и пользоваться плодами своего труда. Шах Накшбанд требовал строго соблюдать все шариатские предписания и неукоснительно следовать сунне пророка Мухаммада, алейхиссалям. Однако он выступал против аскетизма, отказа от мирских дел, призывал к труду и знанию. В XVI веке предки современных татар потеряли свою многовековую государственность, что повлекло за собой разрушение многих политических, общественных и культурных институтов. В новых условиях ислам и мусульманская идентичность приобретали решающее значение. В XVI-XVIII веках именно мусульманское духовенство сыграло определяющую роль в сохранении духовных ценностей и самобытности татар. После завоевания татарских государств часть образованных мусульман бежала на территорию Средней Азии. Ярким примером тому является среднеазиатский поэт Суфи Аллахияр, предки которого были выходцами из Поволжья. Некоторая часть поволжских мусульман бежала на юг, сначала в Астрахань, а затем в Дагестан. За Дагестаном укрепилось почетное звание Бахр ал-Улум – «Моря наук». Один из известных дагестанских ученых, у которого обучались шакирды из Поволжья, был Мухаммад Муса аль-Кудуки. Сначала учился у отца, потом ездил по всем селам. 2 года он был в Казани, 2 года учился в Казани. Потом он был в Азербайджане, он был в Йемене. Но когда его спрашивали, почему он именно выбрал Месаджид Сургуджа до въезда за границу, имеется в виду, он говорил, что все деревья, говорит, они свои ветви направлены здесь в сторону Каабы. Все скалы, горы, говорит, тоже в сторону Каабы. Там есть специальные деревья, которые, говорит, в Дагестане нигде не растут, кроме как Кургуджа, которые имеют тоже признак мединских, меккинских это деревья. И у него в медресе и татары, и кумики, очень много людей было. Потому что это ученый высокого ранга, который составлял грамматику арабского языка, морфологию арабского языка, синтаксис арабского языка, получил огромные знания за рубежом видных ученых. И поэтому сюда стекались к нему, в его мадрасу. Он не только был арабистом, он был астрономом, физиком, математиком, знал медицину, медицинский. Это высокоодаренный человек, человек-энциклопедия его называли. Связи Дагестана с Поволжьем после смерти Мухаммада аль-Кудуки продолжили его ученики. Так, например, в Оренбургской татарской Каргале, которая по сути является колыбелью татарской учености и религиозного образования, одним из основных преподавателей был ученик Мухаммада аль-Кудуки Казы Ака Ахун Дагестани. Об этом пишут известные татарские историки Маржани, Фахриддинов и Мурат Рамзи. До начала XX века многие татарские медресе контролировались духовными наставниками тариката Накшбандия. При выборе имама народ отдавал предпочтение тем, кто учился у достойного ишана. Завоевать авторитет у общины, не состояв в тарикате, было практически невозможно. В книге Мустафа Дуль-Ахбар мы обнаружим там много биографий ученых, о которых говорит Маржани, что они являлись представителями тариката. То же самое говорили и другие ученые, которые собрали для нас информацию об имамах и богословах нашего региона. В XIX столетии в Волго-Уральском регионе действовали 2 основных духовных лидера. В Поволжье – Мухаммад Закир Чистави, годы жизни 1804-1893. В юго-восточной его части – Зайнулла Расулев, годы жизни 1833-1917.
Известный суфийский шейх, педагог и меценат Мухаммад Закир Ишан Камалов родился в 1804 году в деревне Сосна, ныне Балтасинский район Татарстана. После окончания знаменитого Маскаринского медресе его назначают имам-хатыбом Чистопольской мечети. Наставником Мухаммед Закира в тарикате Накшбандии, от которого он получил разрешение на воспитание муридов, был шейх Махмуд Аффанди ад-Дагестани. Мухаммад Закир Хазрат не стоял в стороне от мирских дел. Он занимался торговлей, был купцом второй гильдии. Семья Мухаммад Закира Камалова была большой. От 2 браков он воспитывал 18 детей. Сейчас мы находимся возле здания Мадресе Камали, который Мухаммад Закир Ишан Камалов построил на свои собственные средства. И сам содержал это Мадресе, и сам там был учителем, мугалимом. И преподавал там до самой смерти на татарском языке. В этом мадресе обучались такие видные деятели, как Гаяз Исхаки и другие общественные деятели. В этом мадресе обучалось около 400 до 500 шакирдов. Обучались они на старо-татарском языке. Были предметы такие, как фик, усуль фик, тафсир, сира и другие исламские предметы. В 1882 году на средства Мухаммад Закира Чистави была построена мечеть второго прихода. Закир Ишан был хорошо известен не только в Казанской губернии, но и далеко за ее пределами. Одним из известных муридов Мухаммад Закира Ишана был общественный религиозный деятель муфтий Дагестана и Северного Кавказа Сайфулла Кады Башларов. В глазах татарского общества Заки Ишан был одним из бесспорных духовных лидеров нации и как носитель учености, и как святой Ишан. Выдающийся богослов Мухаммад Закир Хазрат умер в 1893 году, похоронен на мусульманском кладбище в Чистополе. Другим известным татарским шейхом, снискавшим широкое признание среди мусульман дореволюционной России, был Зайнулла Ишан Расулев. Зайнулла Расулев изучал шариатские науки у признанных ученых своего времени. Его духовным наставником в тарикате был османский шейх Ахмад Заиддин бин Мустафа Гумуш-Ханави. От него Зайнулла Ишан получил разрешение на обучение и воспитание учеников. Количество последователей Зайнуллы Хазрата насчитывало 1000 человек, среди которых были представители татар, башкир и казахов. В 1884 году он обосновался в городе Троицке в качестве имама мечети на Амурской улице. Благодаря Зайнулле Расулеву Троицк превратился в один из основных центров обучения мусульман Российской империи. Рядом с мечетью Зайнулла Ишан основал медресе Расулия, в котором наряду с шариатскими науками обучали и светским дисциплинам. В 1913 году в Расулия было 13 преподавателей и 240 шакирдов. Известно также, что Зайнулла Ишан в 1891 году заложил первый камень в основании мадресе Мухаммадия. Известный татарский педагог и журналист Ахмад Хадиб Махсуди писал: «Величайшая заслуга Зайнуллы Хазрата перед нацией состоит в том, что он на любой вопрос современности давал ответ, соответствующий шариату». В народе его называли не иначе, как духовным королем татар. Его сын Габдрахман Расулев впоследствии стал муфтием Духовного управления мусульман европейской части и Сибири. Особое место в просвещении татар занимала медресе в деревне Кизляу. Сейчас это Нурлатский район Республики Татарстан. Данная медресе до 1917 года являлась одним из крупных центров тариката Накшбандии, известного также как Кизляу-Тарикы. Медресе Кизляу готовила имамов для Казанской, Самарской, Уфимской губерний и других регионов. Согласно историческим документам, в 1907 году здесь обучалось более 200 шакирдов. Сегодня в здании медресе Кизляу, которое было построено в 1910-1913 годы, расположена общеобразовательная школа. Наиболее известными членами тариката являлись династия шейхов Губайдулиных-Алишевых. В Заволжской зоне крупным центром являлась старейшая в регионе медресе Нурия в Буинске. Здесь в разные годы обучалось от 130 до 400 шакирдов. Среди его руководителей также были известные суфийские шейхи Ахун, Даммулла Габдунасыр Хазрат Аминов и Ахун, Нургали Ишан Хасанов. Дальнейшая история показывает, что люди, связанные именно с этими центрами, продолжат преемственность тарикатов в Поволжье.
С приходом к власти большевиков в 20-30-е годы государство начинает проводить антирелигиозную политику. При помощи экономических, административно-правовых мер и репрессий против духовенства коммунистический режим добивается прекращения деятельности подавляющего большинства мечетей и медресе. Однако, несмотря на репрессии, религиозная жизнь татар полностью не угасает. Способствовал сохранению мусульманских традиций татар казанец Мухаммад Гали Ишан, сын Ишана Сиражиддина. Гали Ишан учился в Мекке, был Коран-хафизом, владел знаниями медицины. Он стал одним из известных духовных наставников советского периода. Гали Ишан жил в Новотатарской Слободе, недалеко от Азимовской мечети. Он держал пост непрерывно по 3 месяца. А он не ограничивался только уразой. Он уединялся, принимал любого человека, который обращался. Было немало людей, которые не могли в силу определенных обстоятельств ни в больницу обратиться, тем более даже не знали, как себя вести, но, будучи воспитанными еще до революции и последующие годы в устоях ислама, они могли первую, хотя бы даже советы и помощь медицинскую, которую требовалось, получить только у него. Так вот, он, если принимал женщин, то никогда он лицом к лицу женщину не мог принять. Он сидел как бы за занавеской. Мюриды его посещали и приходили в этот дом, и около дома совершали молебень долгие годы еще после его смерти. Если он скончался в 1937 году, то в последующем, это уже где-то послевоенный период даже, они приходили туда. У Гали Ишана не было своих детей. Вместе с супругой Хадиджой он воспитывал 18 детей-сирот. Современники отмечали, что Гали Ишан был очень щедрым человеком, обладал караматами. В исламе есть понятие карамат, дословно это можно перевести как чудо. Современники рассказывают о многих караматах Гали Ишана. Неподалеку стояло здание одного из цехов маловаренного завода. Когда там возник пожар, люди попросили помощи у Али Ишана. Он взял 6 яиц, прочитал молитву, бросил их на место пожара. Когда прибыла пожарная машина, огонь уже был потушен. Мы не можем утверждать, что все это было именно так. Но можно сказать точно, что благодаря стараниям Али Ишана и других праведников пожар атеизма на Казанской земле тоже удалось потушить. В Поволжье в советский период нелегально действовали 2 суфийские группы – традиция Зайнуллы Расулева и цепочка кизляусских шейхов. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Один из учеников Зайнуллы Ишана был известный религиозный деятель Баязид Хазрат Хайрулин. Он родился в 1871 году. Долгое время проживал в Махачкале. Умер в 1950-м в возрасте 79 лет. Похоронен на кладбище города Махачкала. Во время войны вот этот нищий ходили, он заводил домой этих нищих, кормил и поил, чай, и кушать давал. Вот такой он был, очень добрый. Вот он по каждым четвергам, атнакичлерне, он ходил, в общем, в каждый дом и читал, в общем, молитвалар бізда, атнакичкине, четверг, вот. И эти деньги он тому отдавал. Себе, если оставлял рубль, это хорошо. 37-й, 35-й, 36-е года всех муллы забирали, на пароход сажали и где-то, в общем, расстреливали. Его сколько раз вызывали в НВД среди ночи. Он только один, единственный в Махачкале остался живым. Руки не поднялись у них. Приходили женщины, у них дети больные были, да. Вот это Баязид Мулла, вот менің қызым ауры, болеет. Он читал, и куда у нее вот это делось. На Малыгине мечеть был маленький, он с нашими вот махачкалинскими, ну, дагестанскими татарами выстроил вот этот мечеть Малыгина, да. Угол Малыгина и угол Шабалдаева.
вот этот большой мечеть есть сейчас огромный, а тогда был маленький. Он собрал деньги и вот этот выстроил вот этот мечеть. В Махачкале вот сколько у нас дагестанцы есть, да, вот эти все дагестанцы приходили и у дедушки учились. Дедушка всех учил. К арабскому языку учил, к доброте учил, чтоб они все были добрые и чтоб людям помогали. И вот мой дедушка всем в Махачкале, кого только этот самый, всем он помогал. После Баязита Хазрата расулевскую цепочку ишанов продолжает Гарифулла Гайнуллин. Он родился 24 марта 1894 года в деревне Аксу Буинского уезда, ныне Буинский район Республики Татарстан. В 1915-м Гарифулла Гайнуллин был призван в царскую армию, участвовал в Первой мировой войне. В 1917 году после тяжелых ранений возвращается в родную деревню. В 18 году был мобилизован в ряды Красной армии, участвовал в боях с белогвардейцами и также был ранен. В 1935 году Гарифулла Гайнуллин переезжает в город Махачкала к родственнику со стороны жены, известному ишану Баязиду Хазрату Хайруллину, и становится его муридом. Работает в Дагестанском рыбном тресте бригадиром. В 1937 году он вновь возвращается в родную деревню, участвует в Великой Отечественной войне. В 1951 Гарифулла Хазрат с семьей переезжает в Казань. В Казани он еженедельно тайно собирает своих немногочисленных учеников, проводит совместные зикры. Гарифулла Хазрату в 1957 году посчастливилось одному из немногих людей СССР совершить большой хадж в святые земли Мекки и Медины. Одним из близких сподвижников Гарифулла Хазрата был Габдульханан Сафиуллин. Он также являлся муридом Баязида Хазрата Хайруллина, жил в Казани, был ишаном. В советские атеистические времена религия преследовалась, но Гарифулла Ишан собирал учеников прямо в своей квартире и рассказывал им о заветах ислама. Так было вплоть до его смерти в 1984 году. Вместе с женой Рази Ханум они воспитали 13 детей. В настоящее время в Казани проживает его дочь Зубарджат Абыстай. Мой отец выбрал духовного наставника и встал на путь тариката. Тарикат невозможен без постоянной работы над собой. Чтобы стать ишаном, надо служить Всевышнему постоянно, быть в постоянном поклонении. Отец вставал на дополнительные ночные намазы, встречал утреннюю молитву. Спал совсем немного и, хвала Аллаху, был здоровым человеком. В тарикате есть свои правила, которые неукоснительно соблюдаются. Они прописаны в книге «Далаюль Хайрат», в которой указаны ежедневные практики. Мой отец ежедневно читал 1/30 Корана, 313 раз суру Фатиха, 1000 раз произносил формулу покаяния, многократно суру Ихлас. Никогда не пил и не курил, и от служения в армии никогда не уклонялся. Другими наиболее влиятельными и заметными по масштабу деятельности в Волго-Уральском регионе оставались последователи тариката Кизляу-Тарикы. Местом сосредоточения кизляузских суфиев в советское время стало село Благодаровка, Хусаиново, Челновершинского района Куйбышевской, а ныне Самарской области на границе с Татарией. Наряду с ишанами Благодаровки также активную деятельность вели религиозные деятели города Казани. Имена Ахмадзаки Хазрат Сафиуллина, Абдулхака Садыкова, Абдулхака Саматова были хорошо известны среди татарских мусульман. Имам мечети Марджани Ахмадзаки Хазрат Сафиуллин был одним из последних выпускников Кизляузского медресе и внес большой вклад в воспитание мусульман позднего советского периода. Так, одним из его учеников является муфтий Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин. Анда оқуымның да
Ахмад Заки Хазрат обучал лучше, чем в медресе «Мир Араб». Он был величайшим мусульманским ученым того времени. Хоть и закончил только Кизлявское медресе, он в совершенстве знал арабскую грамматику, прочитал всевозможную литературу. Если что-то не понимал в книге, не успокаивался, пока не доходил до сути. В 60-е годы я был его первым учеником, и он старался передать мне лучшее. Обучал дома около Казанского зоопарка. Ахмад Заки говорил о необходимости получать знания. Он подробнейше разъяснял все. Люди очень поражались его словам, настолько хорошо он говорил. По окончании медресе я стал вторым имамом в мечети Марджани. Ахмад Заки Хазрат тоже там стал имамом. Он радовал прихожан своими проповедями. Он говорил о вере, о любви к Аллаху и его посланнику, про честность, равноправие. Его проповеди говорили об уважении друг к другу. Сам он родился в семье потомственных имамов до 7-го колена. С благословения матери обучался в медресе Кизляу. Наставник учителей. Именно так можно было назвать другого известного татарского проповедника Габдулхака Саматова. Он – наиболее яркий представитель поколения тех, кто пронес через эпоху атеизма и передавал современным имамам заветы традиционного татарского богословия. Семья Саматовых была верующей и глубоко религиозной. Жили они в деревне в Аксубаевском районе Татарстана. Габдулхак выучил арабское письмо, на котором писали татары до революции. По старым книгам изучил исламские обряды. Но Габдулхак Саматов еще со школьной скамьи строго соблюдал все предписания ислама. Не дай бог вам пережить такое. Родился в 30-м, во времена коллективизации, арестов, полного запрещения религии. Нас преследовали, но мы не отказались от своего пути. Прошли войну. На войне служили, умерли 2 брата, отец. Брат ослеп на войне. Я остался как сирота, но тоже не отказался от поклонения. Читали намаз, уразу держали. В бедах вместе с родными стойкость проявляли. Габдулхак Саматов является одним из отцов-основателей современной системы мусульманского религиозного образования в России. В марте 2009 года Габдулхака Саматова не стало. В хадисе пророка говорится: после смерти человека остаются дети, которых он воспитал, знания, которые он передал, и неиссякаемая милостыня, то есть добрые дела, которые приносят людям пользу. Это и есть наследие ишанов. Наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-уляма варасатуль анбия». Ученые – это наследники пророков. И то есть мы понимаем, что это наследство, оно передавалось и передавалось по непрерывной цепочке. Есть другой риваят, где говорится «аль-иснаду минад-дин», что иснад, непрерывная цепочка, она часть религии. То есть как проверить человека, от кого он говорит, на что он ссылается. Мы смотрим на его учителя, смотрим на учителя учителя, смотрим на учителя учителя и так далее. И когда мы видим, что эта цепочка доходит до имама Шафии, до имама Абу Ханифы, до великих ученых, как имам Бухари, и в итоге доходит до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, любое сомнение уходит от нас. И альхамдулилля, что наши ученые, они были великими учеными, у них была такая цепочка, и сейчас появляется новое поколение ученых, которые, иншаллах, будут похожи на наших предков, которые оставили великое наследство, которые оставили эту эстафету, и мы, иншаллах, с честью ее должны будем продолжить. История ислама у татар подтверждает, что именно институт духовных наставников, муршидов, является живым каркасом здания религии. Современники отмечали их высокую мораль, глубокую религиозность и познание, а также необъяснимые качества, присущие лишь близким к Аллаху людям. Внутренний мир этих людей формировал, сохранял традицию, воспитывал общество в покорности Всевышнему. Духовные наставники играли важную роль не только в религиозной, но и в общественно-политической жизни, выступая в качестве идейных вдохновителей общества. Несмотря на тяжелые периоды в истории татар, ишаны внесли неоценимый вклад в сохранение ислама. Мусульмане и сегодня вспоминают их с большим уважением и возносят за них свои молитвы перед Всевышним.